друг, которому мы вот 23 года знакомы, дружим. И я старше его на 2 года. Иногда я и как старший брат могу ему что-то говорить. И конечно же, мне приходится ему говорить то, что, наверное, редко кто говорит президенту Казахстана. Это не совсем часто приятные слова. Я рад, что Сооронбай Шарипович все это слушает. И я думаю, что он и выводы правильные делает. Но ему досталась очень трудная доля, потому что после вступления в силу поправок в Конституции в декабре прошлого года у нас фактически в этом году начался переход от президентской республики, президентского парламента, фактически президентской, к системе парламентского правления. И это, конечно, большое испытание для любого президента. Не только просто вот так передать полномочия, уйти, как я это сделал, но и плавно передавать. Это историческая миссия для Индикова. Вот эти ближайшие 3 года, до 2021 года включая, я думаю, уже будет такой завершен переход в парламентской республике. И это очень сложный период. Поэтому наша задача, конечно, помогать ему, но я считаю, что помогать надо не так, что вот восхвалять любой шаг, любое действие, а кому-то надо говорить и такие неприятные слова, жесткие слова, потому что, к сожалению, я помню, что у нас было с президентом Акаевым, с президентом Бакиевым. Кому-то из близких людей надо говорить, я думаю, неприятные вещи, скажем так. И я благодарен, что Сооронбай Шарипович их услышивает. Последний раз мы разговаривали больше 4,5 часов, учитывая мой характер. Но кому-то надо это делать, потому что фактически и мои последние 10-20 лет были ушли на то, чтобы у нас не было семейного главного правления, чтобы у нас была демократия настоящая в стране. И для меня это тоже дело всей жизни. Я не хотел бы, чтобы это все мои годы были растрачены напрасно. Я верю, что и Сооронбай Шарипович это понимает.